23 ноября станут известны итоги расследования Генеральной прокуратуры по делам о гибели и травмах военнослужащих в рядах казахстанской армии. Такое поручение лично дал президент Касым-Жомарт Токаев после того, как в Астане матери погибших солдат и пострадавших солдат собрались на встречу с представителями Минобороны. Президент поручил генеральному прокурору Берику Асылову за 12 дней рассмотреть все обращения, проверить законность расследований и также оценить работу военных следователей и медицинских комиссий, которые решали, кого можно призывать. Генеральный прокурор заявил, что лично примет матерей и пообещал, ни один довод не останется без внимания. А вице-министр обороны Казахстана Дархан Ахмедиев заявил, что трагедии действительно были, и к расследованию некоторых из них у родителей действительно остаются вопросы. Цитата: «Мы не противопоставляем себя матерям. Мы на одной стороне», — сказал он и пообещал, что условия службы будут меняться в лучшую сторону. Тем временем Министерство здравоохранения Казахстана рассказало о судьбе солдата Ербаяна Мухтара, того самого, который получил тяжелые травмы и ранения и проходит сейчас реабилитацию в Турции. Вице-министр Тимур Муратов сообщил, что прогнозы остаются осторожными. Он заявил, что реабилитационный потенциал у бывшего военнослужащего небольшой, но лечение будет продолжаться. Вице-министр рассказал, что государство оплатило перелет и часть терапии для бывшего военнослужащего. Один такой рейс санитарной авиации обходится в 60 миллионов тенге. А в нашем эфире прямо сейчас депутат Мажилиса парламента Наталья Дементьева. Мы обсудим ситуацию в армии. Наталья Григорьевна, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Вы неоднократно высказывались по ситуации с военнослужащими в армии, об их положении, о трагических историях, которые, к сожалению, происходили за этот период. И, насколько я знаю, ваш сын тоже проходил службу в рядах вооруженных сил Казахстана, и вы, кажется, недавно высказались, что с большим облегчением, испытали облегчение, когда он вернулся. Верно? Радость, гордость, наверное, больше гордость, потом радость, такое облегчение, чувство тревоги позади. Давайте начнем с того, что любая мама, ожидая своего сына с армии, встретив его, испытывает огромное облегчение, поскольку это время ожидания, время волнений, время в какой-то степени переживаний, вполне обоснованных. Это, наверное, состояние долгой разлуки с сыном, оно, конечно же, как говорится, взяло верх в эмоциональном плане в первую очередь. Поэтому, конечно, мы все ждали, конечно, я ждала, мы как родители и родственники. Но, вы знаете, говорить сейчас о том, что я не слышала о ситуациях, которые происходят в армии, поэтому я ждала просто своего сына и так далее, я не могу, потому что любое какое-то событие, связанное с воинской частью, оно, естественно, меня передергивало и, естественно, отдавалось таким немножко холодом в душе, поскольку мой ребенок в воинской части, он сейчас служит, а где-то в какой-то части происходит такое правонарушение, какое-то нехорошее событие. Естественно, я переживала и не только за своего сына, но и за тех ребят, которые, к сожалению, стали жертвами воинской части, будучи военнослужащими. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре разобраться в тех трагедиях, которые происходили в армии за последнее время. Как вы это оцениваете? То есть пришлось уже лично президенту вступиться, в том числе откликнуться на зов тех матерей, которые ждут каких-либо ответов от Министерства обороны? Безусловно, президент, глава государства всегда реагирует, он всегда оперативно реагирует на все чаяния народа, особенно когда это выходит уже, скажем так, за пределы решений правительства, в частности, в данном случае Министерства обороны. И поэтому то, что поручил президент разобраться Генеральной прокуратуре, вполне обосновано, потому что это жертвы, это наши граждане, это дети чьи-то, у которых есть родители, родственники, и в конце концов это ребята, у которых вся жизнь должна была бы быть впереди.
За последние несколько лет мы знаем, да, что более 200 военнослужащих пострадали, к сожалению, да, по какой-то причине, будучи военнослужащими. Но опять-таки хочу сказать, что мы должны четко понимать, что каждый случай нужно рассматривать отдельно, детально и отдельно. Говорить сейчас о том, что вот в армии происходит, а вот на гражданке не происходит, но по сути оно происходит. По сути, оно происходит в нашей жизни. Более того, я вам скажу, что оно было и раньше. Вот, допустим, я когда разговариваю с нашими более пожилого возраста гражданами, мы обсуждаем, даже вот, допустим, со своим отцом я обсуждаю, который в свое время был призван в армию, 2 года отслужил, очень-очень далеко от своей родной земли. И когда он говорит: а ты думаешь, раньше такого не было? Я говорю: ну, наверное, было. Было, безусловно. Просто не было социальных сетей, не было Мгм. возможности выходить в интернет, и не было, скажем так, концепции сообщений, либо ну, комментирования каких-либо ситуаций, которые случались в воинских частях. Но на самом деле это было. Более того, раньше вообще была дедовщина, и мы об этом знаем. То, что на сегодняшний день нет дедовщины, это объективно, я это знаю. То есть нет контакта между новобранцами, военнослужащими, которые только пришли в армию, были призваны новичками, скажем так, да, и старослужащими, то есть, как мы говорим, деды, да, Мгм. или вот дембеля, которые готовятся к демобилизации. Поэтому здесь ряд, наверное, проблем, которые начинаются где-то в социальной сфере, ряд проблем, которые, наверное, исходят из недоработки где-то, да, в системе, допустим, того же Министерства обороны. То есть, я опять-таки говорю, что каждый случай надо рассматривать детально. Говорить о том сейчас, что все плохо, все ужасно, мы тоже не можем. Давайте будем объективными. За последнее время тем же Министерством обороны сделано очень многое. Допустим, поставлены и дополнительные камеры, и личный состав военный отвечает головой, за, как говорится, за каждого военнослужащего. Но опять-таки случаи есть, и мы не можем на них спустя рукава смотреть. И каждый случай – это жизнь. Каждый случай – это невосполнимая утрата. Поэтому нужно разбираться и наводить порядок в армии однозначно. Если мы говорим о том, что ребята, которые поступают уже после того, как они отслужат там на службу по контракту, если это исходит от них какие-то, допустим, такие ну, не совсем правильные, не совсем хорошие вещи, да, по отношению к военнослужащим, тогда нужно заниматься идеологической воспитательной работой с ними, чтобы они четко знали и разграничивали свои компетенции. Вот это можно делать, вот этого нельзя делать. Никто никому не давал права, допустим, да, рукоприкладства и так далее, и так далее. То есть то, что происходит, да, допустим. Это я так утрированно говорю. Если это происходит, допустим, с самими военнослужащими, которые психологически не готовы, то это конкретный комплекс проблем. На самом деле, юноши сейчас и юноши, допустим, какие-то 10, 15, 20 лет назад, это совершенно другое поколение. Я не побоюсь этого слова, я педагог, и я, наверное, имею право так говорить. Возможно, это влияние социальных сетей. Возможно, это состояние какой-то неустроенности психологической, чувство какого-то подавления, возможно, да, в родительской среде. Много проблем, с которыми сталкиваются на гражданке ребята, и придя в армию под страхом вот этих стереотипов, что сейчас вот ты придешь и тебя начнут бить, Да. они, естественно, загоняют себя в угол и не могут справиться с элементарными трудностями. То есть, когда старшина на них голос повышает. Просто голос повышает. Все это депрессия, это страшно, они забиваются, они уходят в себя и вообще, и вообще. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это целый комплекс проблем. Вы говорите о том, что дедовщины сегодня нет, но я так понимаю, вы говорите о том, что есть факты, скажем так, неуставных каких-то отношений между офицерами, там, младшими, возможно, офицерами и остальными рядовыми военнослужащими. То есть это вот такая форма, ну, той же дедовщины, ну, как бы каких-то конфликтов в армии. Я понимаю, к чему вы клоните, но все-таки я попрошу понимать мои слова правильно, Мгм. да? Я вам говорю еще раз, что возможные
факты правонарушений, они имеют место быть. Но это не что иное, как желание самоутвердиться за счет кого-то, в данном случае за счет того же мальчишки военнослужащего, имея какие-то маломальские полномочия и чувство власти, скажем так, да, я имею в виду со стороны того же, допустим, солдата-контрактника над солдатом-срочником, понимаете, да, о чем я говорю? То Да. есть здесь недоработка, здесь элементарная недоработка. А что вы думаете, в школах такого нет? А что вы думаете, в университетах такого нет? В К колледжах такого сожалению, нет? есть. Но ведь этого не должно Есть. быть. Мы ведь за то, чтобы Есть. такого не было. Этого не должно быть категорически, поэтому мы сейчас говорим о том, что мать, отдающая своего сына и отправляющая своего сына, честно, я об этом уже говорила, не скрываясь, отдать свой воинский, отечественный, да, долг, Да. она должна быть уверена в том, что он вернется здоровым и, естественно, как говорится, целым, понимаете, да? Да, да, да. Поэтому здесь огромное... Я вот чем больше погружаюсь в эту проблему, тем больше я понимаю, что здесь однозначно не скажешь. Здесь огромный пласт проблем. Это и недоработка в идеологическом плане, это и недоработка в воспитательном плане. И это в целом проблема нашего общества, Мгм. что сегодня юноши не готовы к армии. Понимаете? Они не готовы. Почему? Потому что психологически та же школа, те же уроки начальной военной и технической подготовки в школе, они не работают так, как надо. Их не готовят к армии, к своему естественному долгу, как мы говорим, да, воинскому долгу. В школе их не готовят, а после школы каждый юноша должен идти в армию. Почему мы не готовим их в школе, допустим, да? Мы привыкли воспринимать армию, ну, наверное, это так и есть, исторически так сложилось, как некий такой закрытый на самом деле институт, достаточно закрытый. А как вы думаете, необходимы ли какие-то изменения вот в сторону этой открытости, то есть сделать армию, ну, доступной для того же гражданского, допустим, общества, или то, о чем говорят некоторые матери, чтобы у них была возможность, ну, некого, скажем так, соучастия или контроля? Вы знаете, что касается открытости как таковой, ее предостаточно. Вот я вам скажу честно, да, открытости предостаточно. То есть на сегодняшний день действует материнский совет, как его называют, да. Материнские советы, они посещают эти воинские части. Воинские части открыты для родителей, которые приезжают и хотят увидеть своих детей. Более того, ребятам, военнослужащим разрешается звонить матерям и в целом родителям, родственникам по субботам, воскресеньям из кнопочного телефона. То есть, в принципе, сказать, что они изолированы, я не могу. Но я хочу быть честной, понимаете? Сказать о том, что они изолированы, о них никто ничего не знает, и год они там сидят, мы не можем. Это не так. Более того, везде камеры стоят, понимаете? Абсолютно везде. За каждый синяк, за каждую ссадину, которую получает военнослужащий, отвечает головой личный состав. Ну, это как есть, я вам говорю. Возможно, если бы я ситуации не знала сама, я бы и так не говорила. Но все-таки есть недоработки, которые необходимо искоренять. Я об этом уже говорила, еще раз повторяю. Необходимо искоренять. И если есть возможность у тех же военнослужащих случайно, допустим, перезаряжая ружье, я не знаю, автомат, что у них там, да, случайно нажав на курок, выстрелить в ногу, допустим, своему сослуживцу, скажем так, случайность, да, но ее нужно исключать. Для этого и личный состав, для этого и ребята-контрактники, которые должны объяснять, что вот так, вот так, вот так, вот здесь вот нужно быть осторожным, потому что может случайно выстрелить, а если чуть выше, вообще в сердце попадешь, понимаете? То есть об этом надо говорить. Да. Это случаи, которые могут быть фатальными. Одна ошибка может стоить жизни. Вот об этом я всегда говорю. Здесь не должно быть случайностей, потому что это сложная тактическая подготовка. Очень сложная тактическая подготовка. И за этот год ребята испытывают все. И депрессию, особенно первый месяц или два, когда идет адаптация, когда вот эта вот школа молодого бойца, они проходят, это очень сложный период для них. И очень тяжело адаптироваться. Я вам хочу сказать, что наш сын готовился почти год, готовился нами, как родителями, психологически для того, чтобы он там не испытывал стресс. Почти год мы его готовили к тому, что он пойдет в армию. Я с ним разговаривала, я приводила ему примеры, он готовился. И все равно первый месяц для него было очень сложно. Очень сложно. Он находился в состоянии такого полусмятения. Это при том, что он был готов морально и психически.
психологически. А те ребята, допустим, да, которые до сегодняшнего дня, образно говоря, забирались с улицы, там, с каких-то торговых домов, там, с клубов буквально под конвоем забирались и отправлялись в воинские части, там, в военкоматы и так далее, которые совершенно не готовы, хотя они, я повторюсь, должны быть подготовлены той же школой, Но вы как такую минимум практику не преподавателем одобряете. Вот начальной то, военной что мы подготовки. видели, Да? вот эти кадры, когда молодых людей, что называется, выхватывают на улице работники военкомата. Да, это, ну, если честно, немножечко такое не совсем, наверное, адекватное зрелище, в частности, для меня, возможно, даже в какой-то степени немножко постыдное, что мы докатились до того, что, несмотря на повестку, ребята скрываются, понимаете, это даже немножечко стыдно. Почему? Потому что страх у молодых людей. И вместо того, чтобы их настраивать на то, что ты должен, ты обязан и так далее, мы здесь загоняем в какой-то угол этими стереотипами, понимаете? Что все там плохо, чуть ли не на войну ты уходишь и так далее. Естественно, они скрываются, и вот военкоматы, Министерство обороны вынуждены для того, чтобы собрать этих ребят, вот так вот из подворотни их вылавливать. Стыдно. Лично мне, как гражданке, стыдно. Я считаю, что этого не должно быть. А для того, чтобы по первому призыву ребенок, ну, не ребенок, уже юноша, да, пошел в армию, попрощавшись с родителями, с матерью, с отцом, соответственно, для него должны быть созданы более-менее условия, которым будет он готов психологически. Я далека от мысли, что каждая мать или отец там загодя, за год или за полгода психологически готовят своего сына. Я далека от этой мысли. Но тогда в таком случае этим должна заниматься школа. Как минимум учитель по начальной военной тактической подготовке. Тем не менее, вот вы сказали о том, что страх, он присутствует. И в начале нашего разговора некая тревожность, тем не менее, у вас, как у матери, сохранялась. Она ведь не рождается там на пустом месте. И цифра, в том числе вами тоже была озвучена, более 200 трагедий, да, которые произошли в армии. Вот как вы полагаете, что все-таки можно сделать прямо сейчас, чтобы, ну, чтобы армия стала, ну, безопаснее? Наверное, это так стоит сформулировать. Ну, как минимум, я считаю, что должна быть такая жесткая ответственность за сокрытие фактов, за халатность и формальный подход. Это как минимум. То, что воинские части нуждаются в какой-то реформе, в целом в реформе условий службы, да, ну, опять-таки, профилактики неуставных каких-то взаимоотношений, да, психологической помощи, кстати, о которой сказал, отвечая мне на мой вопрос, заместитель министра обороны. Психологическая служба, она вроде бы как бы совершенствуется, но все не то. Это постфактум, это борьба с последствиями. Почему он в таком состоянии предсуицидальном, допустим, военнослужащий? Почему? Как это произошло? Это же все уже потом. То есть психолог не работает со следствием, вернее, с причиной, он работает со следствием. То есть что уже произошло, что в душе у этого юноши, который попытался, допустим, да, пойти на такой шаг. Поэтому я считаю, что в первую очередь должна быть профилактика среди своего личного состава. В первую очередь. Их готовность принимать ребят, которые придут с разными настроями, с разным психологическим состоянием, но они придут и будут в одном гарнизоне, в одном закрытом помещении 1 год. Им нужно будет сосуществовать с ребятами практически одинаковыми по возрасту, но совершенно разным, начиная от социального положения, заканчивая внутренним стабильным, а порой нестабильным состоянием. Понимаете? Вот здесь нужно четко отрабатывать. И в том же военкомате, который проводит отбор, да, и где психологи, я не знаю, психотерапевты, я вот в это не углублялась, узнают психическое состояние досконально этого военнослужащего потенциального, да, призывника, который завтра будет находиться и контактировать с оружием, с другими какими-то опасными средствами. Поэтому здесь комплекс проблем, понимаете, комплекс в первую очередь проблем, которые идут с гражданки.
еще к тому же, понимаете? Ребята не готовы к сложностям, не готовы к трудностям. Абсолютно. Я считаю, что юноши должны быть готовы к этому. Они должны быть готовы хотя бы потому, что они называются мужчинами. Поэтому, когда я настраивала своего сына, я ему говорила, никто не обещает, что будет легко. Никто не говорит, что будет легко. В первую очередь давайте будем говорить о том, что это мужской коллектив. А мужчины – это не женщины и не девушки. Им свойственно где-то недопонимание, им свойственно понятие отстаивания своей позиции, своего, скажем так, места под солнцем. Ну, вы мужчина, вы поймете меня, о чем я Да, говорю. я понимаю. Эта женщина может где-то там поулыбались, где-то там посмеялись, договорились или там понервничали, пообижались, подошли, помирились и так далее. Мужчины решают вопросы методом, ну, скажем так, рукоприкладства. И это было всегда, на то это и мужчины. А здесь будущее, ну, представьте, 300 военнослужащих в одном закрытом пространстве. Там не может быть спокойно априори. И никогда такого не было, чтобы было спокойно. Но умение находить какие-то точки соприкосновения, умение справляться и выходить из этой ситуации, этому должна учить армия. И если даже придется где-то там подраться, что вполне нормально, я считаю, что ну, мальчишки все дерутся, это нужно пройти, этот этап необходимо пройти для того, чтобы возмужать, осознать, что порой не нужно решать вопросы и конфликты рукоприкладством, а нужно все-таки находить какие-то подходы и договариваться. А если нет, ну тогда уже нужно держать удар достойно. А что делать? А как быть? Хорошо, сейчас мы их изолируем от армии, а как мы изолируем от общества, где тоже есть мужчины, и где этому мальчишке придется завтра контактировать, и где-то будет стычка, а он не сможет за себя элементарно постоять. Но мы же живем не в другой планете. Мы живем в мире, где всегда это было. И мужчины всегда решали вопросы так. Если ты не понимаешь по-хорошему словами, значит, ты поймешь по-другому. Давай выходим как мужики. Но это было. Зачем мы сейчас будем придумывать что-то, что вот сейчас там 21 век, мы живем в цивилизованном государстве. Дело не в цивилизации, дело в том, что мужчины по природе своей такие. И они должны оставаться мужчинами, а не хлюпиками. Я так считаю. Я с вами соглашусь, что мы действительно живем не в мире розовых пони и единорогов, и все, что вы сказали, это действительно свойственно, и в драке как таковой нет вообще ничего такого. Ну, это естественно. Да, есть в этом правда. Но знаете, мне кажется, что еще отличает вот истинного мужчину, отличает именно мужское поведение. Это наличие ответственности и умение нести эту ответственность за то, что если что-то пошло не так. И вы вот в своем ответе сказали, вы начали ответ с того, что, насколько я понимаю, командование, да, воинских частей все-таки должно нести ответственность за тех ребят, которые вот находятся во время службы в этой воинской части, и в том числе за трагедии, которые, к сожалению, да, вот случились. Безусловно. Безусловно, я подчеркиваю, армия – это не только техника, это не только дисциплина. Армия – это прежде всего чьи-то сыновья. Прежде всего это чье-то сердце, которое мать отправила. И каждая мать, она должна быть уверена, что государство защищает не на словах, а на деле своих сыновей. Понимаете? Поэтому Да. однозначно ответственность личного состава в первую очередь. Они принимают новобранцев, которые совершенно разные. Они вчерашние мальчишки, вчерашние школьники практически. И за них нужно держать ответ. Помимо того, что ты их учишь быть мужчинами, быть ответственными, отвечать за свои слова, отвечать за свои поступки. Ты их готовишь к тому, что это будущие защитники Отечества. Помимо этого ты отвечаешь за них головой. Поэтому любые ошибки со стороны личного состава – это непростительные ошибки. Это непростительные ошибки. На этом у нас все. Вы можете поставить лайк этому выпуску, высказать свое мнение в комментариях. Мира вашему дому и пока.